Добрый день, уважаемые коллеги, родители, педагоги, все, кто сегодня с нами. Если слышно, то, пожалуйста, поставьте плюсик. Кстати, здесь есть такая возможность ставить плюсики, задавать вопросы, писать, может быть, комментарии. Так, пока не появились. Ну что ж, уважаемые друзья, если позволите, я представлюсь и назову тему сегодняшнего нашего вебинара. В рамках Республиканского консультационного центра, в рамках просветительского проекта «Родительская академия», клуба «Моя семья и Академия будущих родителей» мы проводим вебинар, который посвящен Международному дню семьи. Завтра будет этот праздник. И в преддверии этого праздника мы заявили такую тему, как «Один раз на всю жизнь». Ну и мы будем говорить о целомудренном воспитании в семье и школе. Вот, на мой взгляд, эта тема очень актуальна, потому что для семьи самое главное – это пройти все испытания двум людям, сохранить семейные узы и, соответственно, понять, что такое брак и для чего люди должны заключать брак, для того, чтобы семья состоялась как институт, в котором можно воспитывать детей и, соответственно, создавать определенные условия. Так, вот технически, сейчас немножечко еще тут мы решим некоторые вопросы. И затем я хочу представиться. Меня зовут Попова Ванда Цветановна, я являюсь методистом гимназии искусств при главе Республики Коми. Также преподаю в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина. И также являюсь специалистом Республиканского консультационного центра. Сегодня со мной будет вести вебинар уважаемый отец Максим Стыров. Да, вот вы, наверное, уже... Кто не знаком, познакомитесь. И отец Максим является священником храма святого Александра Невского, города Сыктывкара. И кандидатом экономических наук, он является старшим научным сотрудником Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра. Уважаемые родители, да, спасибо, вот, что сказали, появились, значит, что у нас сегодня есть звук, и мы можем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Уважаемые родители, что для нас есть семья? Верно, вот это очень важный вопрос. А второй важный вопрос, на который мы сегодня попытаемся с вами ответить, надеюсь, что вместе, это что для нас есть любовь? И для чего создается семья? Для того, чтобы, как многие скажут, воспитывать детей, рождать и воспитывать детей. И вот вчера у меня было занятие уже со студентами, которые учатся на магистратуре в Сыктывкарском государственном университете. И, естественно, это молодые люди, у которых еще все впереди. Кто-то уже готовится стать родителем, у кого-то уже есть маленькие детки, кто-то еще, может быть, даже, как сказать, не столкнулся с такими вот, не столкнулся еще с такими проблемами, как вступать в брак и как строить семейную жизнь, потому что это, конечно же, прежде всего и проблема, которая должна решаться именно как задача, потому что это очень важный, ответственный шаг в жизни, и когда молодые люди вступают в брак, конечно же, они должны дать себе некий отчет. То есть, потому что для меня, вот, например, самое главное – это ответственность. То есть люди берут ответственность за судьбу другого человека. И вместе, воспитывая друг друга, конечно, и прежде всего самого себя, потом еще этот процесс воспитания переходит и, конечно же, к детям. Потому что очень важно, да, чтобы не только дитя родить, но и его самое главное поднять на ноги и, соответственно, правильно относиться к нему, а это и есть целенаправленный процесс развития личности, потому что воспитание, оно
прежде всего для того и необходимо, чтобы мы могли создавать условия для развития личности, чтобы наша личность могла развиваться, чтобы душа у ребенка преображалась в процессе взаимодействия не только с родителями, да, но и с окружающими людьми, с педагогами, воспитателями. Все это очень настолько сложно, настолько это важно, и очень, конечно же, хотелось бы, чтобы особенно была помощь молодым родителям. И хотелось бы сегодня остановиться более подробно на семьях, которые находятся в кризисной ситуации, то есть они находятся на грани развода. И от чего это происходит, вот такая вот ситуация конфликтная, почему люди недавно еще считали, что они любят друг друга, и вот буквально небольшое испытание, и люди готовы навсегда расстаться. То есть вот этот вот очень такой вот главный момент, как помочь семье, да, для нас, для людей, которые занимаются просвещением, которые очень ратуют за семейные ценности. Это, конечно, вот отец Максим, все его беседы, они направлены на укрепление института семьи и именно познание семейных ценностей для подрастающего поколения, для молодых родителей, для педагогов. В общем-то, все эти беседы очень важны. И сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с противоречивостью нравственно-полового воспитания, да, что оно в себя включает. Нам сегодня необходимо понять, что же такое установка на целомудрие как признак нравственного здоровья личности. Также формирование нравственной установки на целомудрие в семье и школе. Вот, пожалуй, эти вопросы мы с вами сегодня обсудим. И все начинается с влюбленности. Конечно же, я хочу вам показать книгу, которая называется «Один раз на всю жизнь». Многие из вас, может быть, эту книгу уже держали в руках, а может, кто-то уже читал. Написал ее священник Илья Шугаев. И эта книга – это как практическое руководство для будущих родителей, а может быть, для тех родителей, которые уже создали свою семью. Ну, в общем-то, здесь она предназначается прежде всего для старшеклассников. Это прямо как конкретные практические беседы о браке, семье и детях. А также хочу предложить вашему вниманию еще одну книгу. Это уже зарубежного автора «5 языков любви» Гэри Чемпе. Вот эта книга, наверняка тоже многие из вас знакомились. Я здесь буду просто говорить некоторые вещи, даже цитирую. То есть, коль мы затронули вопрос влюбленности, и чаще всего многие молодые люди воспринимают именно это незрелое чувство как истинное чувство, как любовь. Понятное дело, что на уровне гормонального фона людям хочется испытать эти чувства. То есть они у человека будоражат душу, естественно, появляются очень такие сильные эмоции, и человек принимает это чувство за глубокое чувство любви. Но вот у Ильи Шугаева написано, что вступить в брак по любви невозможно. И когда мы с этой фразой сталкиваемся, то мы иногда и сразу не понимаем. Ведь всегда нам говорили, ну, вот, по крайней мере, в былые времена говорили, что нужно жениться и выходить замуж только по любви, не по расчету. А тут вдруг нам предлагается совершенно другая идея. И вступить в брак по любви невозможно. Почему? Потому что Илья Шугаев, он говорит о том, что влюбленность – это прежде всего понятие, которое связано с эгоизмом. А далее говорится о том, что влюбляются чаще всего во что-то. Ну, то есть в человеке вот что-то понравилось. Либо красивая внешность привлекательная, либо талант какой-то, да, то есть необыкновенный человек, кажется, неординарным, с ним интересно поговорить. Соответственно, появляется чувство влюбленности. Дальше для влюбленности характерна пылкость чувств. Ну, это уже об этом я говорила. И, соответственно, есть еще в другой источнике понятия влюбленности. И здесь сказано так. Если влюбленность не настоящая любовь, что же это? Доктор Пек говорит,
что она генетически определенный инстинктивный компонент брачного поведения. Иными словами, временное разрушение границ эго. Влюбленность – стандартная человеческая реакция на сочетание внутренних сексуальных импульсов и внешних сексуальных стимулов. Благодаря ей возрастает вероятность сексуальных контактов, что способствует продолжению рода. То есть вот так вот трактуют разные авторы. То есть получается, что влюбленность связана с понятием сексуальность. Но мы говорим сегодня о целомудренном отношении при вступлении в брак. Да? Почему же очень важно определиться о значимости целомудренного воспитания для людей разного возраста? Если взять девочек маленьких, ну вот, которым, например, 8-12 лет, их ощущение, что огромная потребность любви родителей, да? Если они этого не получают в семье, то, соответственно, их раньше времени начинает интересовать половые взаимоотношения с мальчиками, то есть противоположным полом. И сейчас очень ранние сексуальные отношения приводят, к сожалению, к нежелательным беременностям и всеми вытекающими оттуда последствиями. Отсюда можно сделать вывод, что девочку в семье, конечно же, нужно не просто любить, но еще и оберегать. Оберегать как цветочек, как хрупкое такое нежное растение, которое от своей впечатлительности должны акцентировать внимание родителей на красоте взаимоотношений между людьми. На таких чистых, нравственных, прежде всего, чувствах нужно акцентировать внимание. А половая сторона, она раскрепощается в тот момент, когда родители не смогли уловить этот момент и оставили ребенка наедине с самим собой. Соответственно, не проявили важного воспитательного воздействия в тот момент, когда дочь нуждалась в серьезной эмоциональной поддержке. Что со мной происходит? Почему так со мной происходит? То есть девочка ищет, ее сосуд наполняется определенными эмоциями, они очень яркие, очень бурно протекают. Если ребенок не получает ответной реакции в семье, среди, допустим, своих родителей, братьев, сестер, то, естественно, она будет искать на стороне. И в связи с этим процветает у нас сегодня вот такая вот добрачная, очень серьезная, ну вот ее даже, как ее даже назвать, слово не могу даже сейчас подобрать, потому что иногда распущенность, она от безответственности, а маленький ребенок, это который нуждается в помощи, он остается просто не востребованным своими родителями в своей семье. Каждому человеку очень важно не только чувство защищенности, но и востребованности. Вот и, соответственно, происходит путаница в понятиях. Но тогда, когда молодые люди уже созревают и ищут себе спутника жизни сознательно, они чаще всего опираются на свой личный опыт и чаще всего ориентируются на своих родителей. То есть они смотрят на своего отца и свою мать, либо же им нравится качество, присущее родителям, либо не нравится. И тогда вот здесь некое противоречие. Восполняют, пытаются компенсировать недостаток, опять же, если видят недостатки своих родителей, и очень пытаются именно подражать. И находят себе спутника жизни, который похож на одного из родителей, который очень сильная, есть сильная очень привязанность. И здесь опять есть легко ошибиться, потому что есть очень важный момент, когда человек воспринимает другого человека как некий собирательный образ, который он нарисовал в своем сознании. То есть он представляет таким образом человека, он описал его для себя как картину, как образ и сформировал некую модель, а когда у человека вдруг, ну, как говорят, спадают розовые очки, он начинает видеть другого человека совершенно с другими качествами, соответственно, у него эмоционально очень сильное происходит разочарование.
И несмотря на то, что половые отношения, может быть, уже каким-то образом люди вступили, это разочарование ведет к тому, что кажется, что есть более достойная кандидатура, надо просто ее поискать. И здесь начинается поиск партнеров. И, собственно говоря, и в семейной жизни точно так же. Когда люди вступили в брак, они вдруг видят свою половинку совершенно другим, изменившимся в поведении, даже физические какие-то, может быть, данные, внешнее качество кажутся уже не настолько привлекательными. И у человека снова появляется мысль, что, в принципе, пока не поздно, пока еще есть время, чем терпеть этого человека, нужно поискать другого. И вот статистика. Наши чувства оказались иллюзией. Многие считают, что перед нами два пути: всю жизнь мучиться с нелюбимым супругом или попытать счастье с другим. Сегодня мы чаще выбираем второй. Наши родители предпочитали первый. Но прежде чем утверждать, что наш выбор лучше, давайте взглянем на цифры. Итак, сегодня в стране 40% первых браков заканчиваются разводом. А какой же конец ждет второй брак? Второй брак заканчивается разводом в порядка 60%. А что же происходит с третьим браком? Третий брак может тоже распасться, и здесь процент 74%. То есть чем больше человек ищет, желает обрести спутника жизни, тем он больше наталкивается на проблемы, связанные с внутриличностными какими-то противоречиями, конфликтами, межличностными противоречиями, конфликтами. И таким образом человек все равно вынужден иногда оставаться одиноким. При этом, что происходит с детьми? Естественно, дети очень сильно от этого бывает, что страдают. И здесь самый главный фактор риска — это для той души, которая еще не окрепла, которая не понимает, если только что недавно меня любили оба родителя, то что произошло? То есть этот недостаток любви, опять же, компенсируется тем, что ребенок начинает искать эту любовь на стороне, вне дома, вне семьи, иногда так скажем, не в более хорошей компании. И сейчас вот хотелось бы мне еще, значит, мы такой с вами ключевой вопрос в самом начале поставили, каковы же все-таки определение любви. Что же это такое? Кто-то говорит, что это чувство, кто-то говорит, что это химические процессы. Но мы уже говорили, что это понятие связано с влюбленностью. А вот любовь — это уже волевой акт. Это акт, который требует некой дисциплины. Прежде всего, по отношению к самому себе. Требует некого действия. А действие, оно имеет некий практический такой характер. Что же это за действие, которое мы должны предпринять, когда вот кажется уже, что ничего не сохранить, ничего не сберечь, и вот-вот отношения уже практически распадаются. И в этот момент любовь можно назвать выбором, потому что к любви нельзя принудить, да? То есть нельзя заставить кого-то полюбить, нельзя заставить заботиться и так далее. То есть сохраняется брак в том случае, если люди начинают трудиться, и прежде всего не над своим спутником жизни, а над самим собой. Чаще всего люди, находясь долгое время вместе, они не бывают рядом. Чем отличается быть вместе и быть рядом? Быть вместе — это значит, может быть, сидеть в одной комнате, но думать совершенно о разных вещах. Совершенно не чувствовать потребности другого человека, своей половинки. А вот что значит быть рядом? Быть рядом — это значит вместе развиваться, вместе что-то обсуждать. Какие-то, может быть, есть увлечения вместе, да, осуществлять. Вместе читать, вместе проговаривать какие-то вещи, которые очень важны для семьи, вместе выстраивать перспективу. Вот, то есть
Вот это называется быть рядом, а не просто вместе. Да? Дальше, что самое ценное в семье? Вот в любой период становления семьи самое главное, конечно же, любовь строится через отношения. Вот как они будут выстроены? Будет ли человек постоянно считать свое право быть главным? Да? Либо же все-таки предоставить возможность быть главой своему супругу. Здесь очень важно, в какой форме предъявляются требования. Иногда требования предъявлять своей половинке нецелесообразно. Требования необходимо заменить просьбой. И чем отличается просьба от требований? В том, что человек, опять же, спокойно говорит о том, что ему необходимо. Без эмоций, без принуждения, без присущего, значит, раздражения, когда человек находится в ситуации, когда что-то не по его, а именно целенаправленно предлагать варианты и, соответственно, разбираться в своих чувствах, что не в порядке, что я сделала не так, почему в этот раз я не сдержалась, как можно было по-другому сказать, как можно было отреагировать на эту ситуацию, чтобы получить какую-то пользу для себя и другому человеку дать возможность. Естественно, очень важно при этом беседа по душам. Это очень важный компонент в семье, когда важно сохранить вот эту вот свою половую принадлежность, быть женщиной. Это значит по душам говорить, соответственно, с мужчиной, со своим мужем, вести эту беседу грамотно, уметь найти ключ, подход, найти нужные слова, найти тактичные такие требования, которые будут абсолютно не унижать достоинство своего мужа. И здесь опять нам приходит вот эта полуролевая идентификация человека. Он должен чувствовать себя. Если женщина, это значит мягкость, тактичность, нежность, доброжелательность. Если мужчина, то это уверенность в себе, это чувство такого возможности поставить плечо, чувство увидеть, показать семье свою надежность, да, свои умения, опять же свои таланты. То есть человек, который является мужчиной в семье, это, конечно же, он осваивает пространство в окружающем мире. Поэтому этому очень важно, завоевывая это пространство, быть строителем, да, быть победителем, быть нужным людям, быть не просто работать, а заботиться, да, не только о своей семье, но заботиться об окружающих людях, видеть, кому тяжело, прийти на помощь. И это, конечно, свойственно мужчине, такого героика, так скажем, плана, героического плана, когда у мужчины есть вот эта вот внутренняя уверенность, что он не может быть пассивным, что он должен обязательно быть деятельным. Что касается женщины, она осваивает время, то есть она хранительница времени, хранительница очага. Вот это очень важно. Как она построит взаимоотношения в семье, вовремя ли она накормит, вовремя ли она разбудит, вовремя ли она принесет то, что нужно в семью, ту или иную покупку, которая потом сплачивает. Да? Не будет ли она просто-напросто устраивать склоки и обсуждать соседей там, или еще кого-то. То есть всему, что происходит в семье, учатся дети и смотрят на родителей. Женщина – это хранительница времени, которое дано провести вместе в семье. Это очень важно. Подчеркиваю, что вот именно от женщины зависит единство семьи, потому что насколько она сумеет привлечь к своему очагу всех остальных домочадцев, то будет тянуть домой и мужа после своих трудов. Точно так же будет хотеться детям вернуться в лоно своего домашнего очага. То есть улица не будет так сильно заманивать. Ну и следующее. Очень важно в семье подарки. Ну, подарки это образно, говорю я. Да? Иногда, например, на одном листочке бумаги, если человек писал «я люблю тебя», и положил уже где-то там на видное место, это тоже может быть очень скромным, но очень важным, приятным, красивым жестом в виде подарочка, открыточка, записочка.
маленькая такая вот приятная вещь, которая тоже делает взаимное общение очень полезным и очень добрым. Отношения строятся на доброте, на признании в том, что ты действительно для меня важен. И эту традицию сохранять, конечно, важно очень на долгие годы. А вот что убивает любовь? Любовь убивает приказы. То есть нельзя манипулировать чувствами. Сегодня я люблю, завтра я ненавижу. Постоянно, ну, как сказать, в состоянии истерики находиться, постоянно человека заставлять чувствовать и угрызение совести, и вину. Вот здесь, наверное, вот это как раз то, что может уничтожить и разрушить все доброе начинание, которое было даже в семье. И, казалось бы, от этого не осталось и следа. Что же это такое? Куда оно все исчезло? Илья Шугаев говорит, что по любви замуж выйти невозможно, потому что любовь, она строится годами. И только через 15 лет женщина и мужчина может сказать, на самом деле, было ли это чувство, есть ли оно, и можно ли и дальше говорить о любви. Итак, я сейчас вам предлагаю небольшое задание, как самостоятельную работу, как домашнюю работу. Вы уже потом уже сделаете выводы для себя. Сможете ли вы это задание выполнить, поможет ли оно вам для того, чтобы укрепить внутрисемейные отношения. И, соответственно, вот я сейчас говорю о семье, где верность – это основное качество, присущее и мужчине, и женщине. Поэтому сохранить верность и целомудренное отношение к семье возможно только в своем сознании, в своем представлении о семейных узах. Никакая пропаганда сексуально распущенной не повлияет на это убеждение. Вот ключевой фактор, да, развития семейных отношений – это ценить верность. Ну и поэтому здесь очень важно, конечно, такой фактор, как прикосновение. Да? Прикоснуться можно словом, взглядом, жестом, рукой. Вот это тоже очень сильно, да, влияет на целомудренные отношения, потому что когда есть доброе такое вот участие в судьбе другого, соответственно, человек уже помышлять не может о том, чтобы найти себе на стороне. И когда хватает вот этой ласки, признательности, и человек подчеркивает, что он очень нужен и очень важен, очень значим, конечно же, не возникает чувство недоверия и желания изменить. Ну и вот мне бы хотелось это задание еще раз сформулировать. Проанализируйте, пожалуйста, язык своей любви. То есть все, о чем я сейчас говорила, это язык любви. И еще один момент. Нужно написать самые хорошие качества, которые присущи вашему супругу. И от этих положительных качеств оттолкнуться и написать, что же в образе идеального супруга для нас самое главное. То есть сформировать этот образ идеального супруга. Прежде всего, выстроить модель, где-то, может быть, в своем сознании, может быть, написать, нарисовать. Это тоже практическое действие, которое помогает. И вот на консультации я бы предложила, конечно, и мужу, и жене пройти этот путь параллельно. Может быть, это трудно это делать самостоятельно, но, соответственно, это необходимо сделать. И когда вот семейное консультирование происходит, независимо друг от друга, муж и жена проделывают это упражнение. И оно очень помогает сплачивать семью. И закончить мне хотелось сегодня очень такой вот важный текст, очень важный момент из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он, — «прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни». «Потому что я отдавал все свои дни». «Твоя роза дорога, потому что люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу».
повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Ну и, соответственно, в семье происходит точно так же. Семейные узы, они нерушимы. И как бы человеку было не тяжело, самое главное, чтобы человек, конечно же, с Божьей помощью, с усилиями, проявляя волю, работая над собой, попытался достигнуть вот именно самого главного, самого ценного, это сохранить любовь, брак, семью, эту драгоценность, которую никто нам заменить ничем не может. И даже бы на чаше весов были все сокровища мира, наверное, человеку, который счастлив в браке, он ни за что бы в жизни не отдал свое сокровище. Благодарю вас, уважаемые друзья, за внимание. Ну и с радостью приглашаю отца Максима для продолжения этой же темы. И сейчас отец Максим уже остановится на тех моментах, которые обратить стоит педагогам в работе по теме целомудренного воспитания. Благодарю вас. Христос воскресе, дорогие друзья! Поздравляю вас со святыми днями. Мы продолжаем празднование Святой Пасхи. 39 дней она длится. На 40-й день, это будет в этом году 10 июня, отмечаем Вознесение Господне. И чувство Пасхи, то есть чувство победы над смертью, чувство этого торжества, оно должно быть у нас каждый день. То есть это не просто воспоминание о далеком событии, которое произошло в Иерусалиме, это живое общение с Богом. Господь Бог нам по вере дает благодать. И вот эта благодать, она позволяет нам каждодневно побеждать, например, свою лень, побеждать свое лукавство, побеждать свою похоть. Это может касаться сребролюбия, сластолюбия, чревоугодия, и так далее. Святые отцы так и говорили, что воскресение Христово сделалось победой и торжеством для верующих, чтобы мы жили во свете и творили дела правды. К сегодняшней теме очень хорошо относятся слова Христа, Спасителя, о том, что верный в малом, верен во многом. Если вы в чужом богатстве не были верны, то кто вам доверит истинное? Что такое? Вот это малое, что это такое чужое богатство, которое нас испытывает? Это благодать. То есть Господь дает нам благодать. Он дает нам вот всю жизнь, постоянно нам ее в чем-то дает. Вообще сама наша жизнь, вот сам факт нашего появления на свет, то, что у нас есть тело, душа, руки, ноги, разные способности, это вот уже то малое, что нам дано доверие. Поэтому если ты жизнь ценишь, бережешь, это уже очень хорошо. Дальше это наши способности. Если ты их приумножаешь, раскрываешь, не как блудный сын, используешь для наслаждения, а стараешься обратить на пользу людям, как мы школьникам говорим, выбирайте специальность не для своей выгоды, а для служения людям. Тогда вы будете счастливы всю жизнь. Тогда тебе Господь дает еще больше. Еще больше. Вот несколько недель назад я спрашиваю одну девочку, которая заканчивает 11 класс. Я говорю, ну как там с учебой? Она говорит, ой, все дрожат, боятся, готовятся. Я говорю, а как с любовью? Она говорит, ой, вы что? Мы сейчас даже об этом боимся думать. Нет, сейчас нам это не надо. Первое это самое, это учеба, карьера и так далее. Я понял, настолько это глубокая установка, ее так сразу-то и не переубедишь, не перешибешь. Но постепенно, в ходе общения, я постарался передать мысль, что любовь это на самом деле главное. Что семья это по сравнению с работой, а особенно для девушки, особенно для представительницы женского пола, это более первостепенно.
Почему? Потому что любовь – это дар небесный, это дар самого Бога. Да? Не зря же говорят, что браки заключаются на небесах. Поэтому если вот в этом малом ты будешь верен, 18-20 лет, ведь это самое время любить, влюбляться, вот, строить отношения, выбирать себе спутника жизни. И семья-то, она в этом смысле, она ведь не мешает карьере. Она не только не мешает, я убежден, что она даже помогает. То есть она даже способствует. Когда человек любит, он ведь раскрывается, у него появляются дополнительные силы. У него лучше работает память, у него есть стимул. Да, для него жизнь вот как будто всеми красками играет. По сравнению с тем, как если бы он сидел, зубрил там законы, формулы или еще что-то подобное. Вот. Поэтому действительно для молодого человека очень важно вот не ошибиться. Как сапер ошибается один раз, так же и в любви иногда ошибка оборачивается потерей на всю жизнь. Да? Помните, как в песне пелось, да? Что теряют люди друг друга и потом не найдут никогда. Действительно, потерять можно, и потерять можно навсегда, и потом уже не найти. Поэтому если есть близкий, дорогой человек, вот, и ты чувствуешь, что он твой, вот он, то есть родной тебе душой, общие ценности, общие взгляды, вот, и такая бесконечность любви с ним открывается, то можно пожертвовать, например, поездкой в другой город. То есть можно, если он по каким-то причинам остается здесь, вот в этом городе жить, учиться, то можно, например, отказаться от привлекательного какого-то института столичного и согласиться на более скромный региональный. Зато ты преуспеешь с ним. И вот здесь от педагогов тут много очень зависит, потому что они ведь тоже настраивают ребят. Вот. Настраивают на то, что главное, что приоритетно. Если учитель скажет, вот вроде где-то между делом, или при анализе какого-то литературного произведения, о том, что, ребята, работа, она приходит и уходит, поймите. И если вы будете там скромным инженером, но будете счастливы в семье и воспитаете хороших детей, это лучше, чем если вы, скажем, добьетесь министерского портфеля, вот, но ценой будут одинокие дети, брошенная семья и так далее. Еще одна цитата евангельская, тоже слова Христа на этот счет. Господь говорит: кто имеет, тому дастся и приумножится. А кто не имеет, то того отнимется и то, что он думает. Здесь опять же речь идет о благодати, или еще можно немножко по-другому сказать о вере. То есть, когда человек имеет веру, и эта вера позволяет ему поступать честно, праведно, то ему дастся и приумножится. То есть Господь как бы вливает в него еще большую благодать. Еще большую благодать. Это и означает слова «дастся и приумножится». Да? А кто не имеет, то есть кто небрежно относится к вере своей, например, как продаст, как Исав, за чечевичную похлебку, помните это выражение, да? То есть ради вот, мимолетного насыщения вот, переступит через свою веру, да? Потеряет ее. Кого отнимется? То есть человек может совсем потерять веру. Когда разговариваешь с человеком, с преступником, с бродягой, с алкоголиком, и спрашиваешь его о вере, а у него пусто совсем душа, ни во что не верит, не что зацепиться. Начинаешь искать корни, начинаешь искать причины, где, почему так произошло. И вот выясняется, да, кого-то бросил, что-то украл. Вот. Есть такая история про одного мальчика, который он был маленький, такой чистенький, целомудренный, и родители его водили каждое воскресенье в церковь. И он там стоял впереди всех людей, прямо вот перед алтарем, перед священниками, и от этого не смущался, не тушевался, душа его вот своей чистотой, она принимала в себя Бога. И каждое воскресенье ему давали копеечку, и он ее клал нищему, нищего благодарил, и мальчик от этого еще более радостный шел потом домой. Но как-то раз, вот сделав это все, он увидел в витрине магазина такой красивый сладкий пряник в виде коня. Ему до того захотелось вот этот пряник, и он увидел, что он стоит 5 копеек. И это желание, оно овладело его душой. И он тогда подумал о том, что если вот в следующее воскресенье он эту копеечку не положит, а только сделает вид, что положил, а нищий-то ведь слепой, и он не слышит, не видит, то за 5 недель можно накопить 5 копеек и вот этот пряник купить. И он так сделал.
И он не мог уже стоять впереди. Что-то ему мешало. И он стоял уже посреди людей. И служба ему уже была вовсе не в такую радость. И он так сделал раз, потом два. А на третью неделю он подумал, что можно ведь не только не класть копеечку, а можно еще и утянуть из баночки у нищего денежку. И тогда вожделенное сладкое счастье станет еще скорее, еще ближе. И он так и сделал. И в очередное воскресенье он сказал родителям, что я, пожалуй, не пойду сегодня в храм, мне не хочется. Вот так человек через грех, через соблазн, он теряет целомудрие, теряет целостность, он теряет способность воспринимать Бога. Поэтому целомудрие мы можем с вами определить как цельность души. И цельность это возникает от того, что у души есть определенная цель. Она идет к Богу, она ищет Бога, она молится Богу, она верит в Бога. Да, она сегодня чувствует Бога, но, понятно, не обладает им в полноте, но она верит, что настанет тот момент в Царстве Небесном, когда мы придем на суд, и как говорит Христос, что верующий в Меня, он не придет на осуждение, но перейдет от смерти в жизнь. И настанет момент, когда ты с Богом соединишься уже вполне, что будет Бог вся во всем, что Бог войдет в твою душу, Он осветит твое тело, Он очистит тебя от всех корешков и остатков греха, и вот ты будешь бесконечно, уже не подвластный смерти и болезни, наслаждаться в Царстве Небесном. Вот это и есть целомудрие. То есть, как вот на гору мы смотрим, такая далекая гора, мы видим, какая она красивая, такая с белой шапкой, и мы представляем, какой вид открылся бы с нее. И мы собираемся на эту гору. Мы понимаем, что для этого надо много жертв принести. Надо тренироваться, заниматься, собирать рюкзак, качать мускулы, воздерживаться от лишней еды, отказывать себе там, в мультфильмах, в сидении перед телевизором. Но мы эту цель освоим, достигнем. И это будет наша победа не только с точки зрения вот, визуального наслаждения, окрестностей, а это сделает нас выше. То есть мы достигли, мы смогли. Вот это и есть путь веры к Богу. И в отношении между мужчинами и женщинами, конечно, это исключительно важно. Почему? Потому что энергия пола, энергия взаимного влечения между мужским и женским полом, она одна из сильнейших. Господь Бог так сотворил человека, что Он вложил в нас вот эту тягу. Вот, это сила жизни, это после любви к Богу, наверное, вторая по своей мощи сила в человеке. И поэтому обуздать ее, влить ее в берега, вот, наверное, вот действительно можно только с помощью веры. И вот всякий человек, который молится, он знает, что вот мы слабы. Мы не можем по-настоящему, даже вот сами мы не можем по-настоящему, скажем, молитву сотворить. Если Господь благодатью своей нас не наполнит, мы не можем избавиться от греха. Бывает гнев, например, вот зайдет в душу, и ты молиться не можешь, потому что душа твоя как в огне горит в этом гневе. В той же похоти, в суете. Бывает настолько засуетишься, что вот уже и хотел бы помолиться, а совершенно ты как плоть стал, как земля. И вот что здесь делать? Вот тут-то как раз и вера показывает нам, что Бог очень близок. Что вот надо воззвать к Нему. Из глубины воззвав к Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой. Вот со слезами, Господи, не могу к Тебе достучаться, но прошу Тебя со слезами, вот прошу, помоги мне, да. Верую, Господи, помоги моему неверию, как говорит отец болящего мальчика в Евангелии, есть такая история. И Господь говорит, все возможно верующим. То есть даже если вера как зерно горчичное, ты уже можешь победить свой грех, ты уже можешь победить свою, даже греховное влечение. Вот увидел, например, красивую женщину, да, или вот она понравилась тебе, увлекла, вот она впечаталась тебе в глаза, в душу, и ты чувствуешь, что она тебя как будто уводит в сторону и соблазняет, манит, да? А вот премудрый Соломон говорит, отскочи, потому что она ведь как колодец бездонный, ее ресницы, ее глаза, они тебя влекут, и ее руки обман, ее сердце это смерть для тебя. Пей воду из своего источника, только из своего водоема. Поэтому
Вот что здесь надо? Крестом, прямо крестным знаменем себя оградить и с глубокой верой сказать: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, очисти меня грешным, помоги мне грешным. Я не могу из своей души эту грязь убрать. И Господь, вы знаете, благодатью своей, так невидимо, но деликатно, вместе с тем уверенно, Он тебе помогает, Он освобождает. И раз ты смотришь, и ты уже свободен, и ты уже счастлив, и ты уже легок, и простор, и сила в тебе есть. Вот как освящает нас Господь. И также через таинство, через святую воду, например, да? Или через исповедь. Ты иногда согрешишь и думаешь: ну все, погиб. Уныние такое, отчаяние, когда человек особенно совершает блудные грехи за прелюбодеяние, за блуд, там, и на 10 и 15 лет человеку полагается отлучение от святой чаши. И он приходит на исповедь, да? И как только он вот это скажет, как он преодолеет свой стыд, и скажет искренне перед Богом: Господи, немощный я, согрешил, очисти меня грешно. И приходит, понимаете, приходит. И приходит сила, приходит благодать, приходит легкость и чистота. Сам Христос говорит, что и до 70 раз прощаете, то есть бесконечно, по сути. И Он нас прощает. Он прощает. Открой Библию, Евангелие, читай. Вот завладела тобой какая-то, например, нечистая картинка. Помню, один парень, юношей, когда был, смотрел порнографию, а сейчас уже, будучи взрослым мужчиной и страдая от пристрастия к алкоголю, он говорит: насколько мерзкие эти картинки, насколько они вот въелись прямо в сердце, уже мерзко и противно это, а не могу из себя изгнать. То есть вот стоят перед глазами, мешают, думают, заставляют думать, влекут к себе, душа болит, а от этого человек выпивает и все прочее. А читай Евангелие, читай Библию, и Слово Христово, оно сильнее. Оно может как клином вот вышибить из тебя, вышибить вот эту грязь. Вот так Господь постом. Не постишься, никогда не постишься, а попробуй, а начни, а с одного дня в неделю. Вот пусть в пятницу у тебя будет день без мяса, просто во имя Христова, потому что в пятницу Христос страдал на кресте, распятый, лишенный пищи, опозоренный. И ты будь с Ним, хотя бы вот в этом маленьком, откажи себе в любимой котлете. А пост, знаете, это ведь то, что действительно нам помогает обуздать, в первую очередь, блудную страсть. Святые отцы очень много об этом пишут, о связи между чревоугодием, объедением и блудом. И, соответственно, воздержание телесное, воздержание в пище, оно ведет к воздержанию и внутренней души. Вот. Равно и удержание глаз. Вот ты видишь перед тобой рекламный плакат, и там тоже какая-нибудь похотливая картинка, а вот не посмотри, не подними глаз, даже просто опусти. Видишь, навстречу идет человек, который своим внешним видом, оголенный там, или в обтягивающей одежде, может тебе запасть в душу на весь день или даже на несколько дней. А вот опусти скромно глаза. Вот, или взгляни на него, но знаешь, детским взглядом. Как на маму, как на бабушку, как на сестру. Вот смотри не на тело человека, а старайся увидеть в нем вот эту бессмертную душу. Как один святой отец, как-то увидев изумительно красивую женщину, он воскликнул и смотрел на нее и сказал: Господи, сотворил же Господь такую красоту. Но он смотрел на нее не с похотью, а смотрел на нее действительно, вот, восторгаясь как образом Божьим. Вот. Поэтому мне хотелось бы, вот, обращаясь к родителям, к педагогам, сказать, что каждый из нас может сделать очень много. Очень много. Но передать это детям можно только через личную веру. То есть умные беседы, лекции, восхищение даже прекрасными примерами, это все здорово. Но дети все равно смотрят, да и вообще все люди, они смотрят на живых, на реальных людей. Если у них перед глазами вот будет верующий человек, мама, папа, бабушка, учитель, директор, тренер, который нелицемерно живет по вере, который вот скажет правду, который не слукавит, который не ради карьерных соображений не пойдет на какое-то должностное преступление, который не осуждает старших, который ради денежной выгоды, скажем, не соблазнится, который не будет угождать могущественному человеку, да, в ущерб какому-то слабому. И вот он это будет видеть, ему все равно захочется быть таким. Поэтому главный мой призыв
не мой даже, а Господь, да, говорит, будьте святы, потому что свят я, Господь, Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы. Потому что вера это, не, конечно, не государственная политика. Вера это не... Ее невозможно через листовки, через брошюры передать. Вера, она передается из уст в уста, из глаза в глаза, от души к душе. Поэтому каждый, кто услышит, и каждый, кто вот этот крест Христов возьмет на себя, каждый, кто пойдет за Господом, он, по слову Господню, будет светом миру, и вокруг него спасутся тысячи. Что еще сюда можно добавить? Уже будем завершать нашу беседу. Конечно, это верность Родине, соблюдение законов. Это верность Богу в плане недопустимости каких-то гаданий, суеверий, обрядов языческих, примет, приворотов и так далее. Это недопустимо, это такой духовный блуд. Только единый Бог, надо к Нему обращаться. Это единство слов, мыслей и дел. То есть, что думаю, то и говорю, что говорю, то и делаю. И недопустимость мата, матерной брани, вообще брани, нецензурной брани. Почтение к старшим, стыдливость, недопустимость наготы. Часто вижу, как люди, например, скажем, с обнаженным торсом ходят в присутствии детей. Я считаю, что это неправильно, нельзя так. Особенно отцу, он ни в коем случае не должен перед детьми, перед девочками находиться вот так вот обнажен. То есть просто хотя бы одежда, она, конечно, тело должна прикрывать. Вообще одежда очень характеризует внутреннюю степень целомудрия, стыдливости. Неосуждение других людей, в том числе и начальства. Единство между родителями, последовательность такая, что папа и мама, чтобы между ними не было противоречий, конфликтов, чтобы они были едины. Вот. Забота о природе, смирение, занимать последнее место, да, вот не лезть вперед. Блуд и гордыня, кстати, очень взаимосвязаны. Блуд связан в том числе с тщеславием. В нем есть такое некоторое внутреннее тщеславие. Поэтому смирение, желание не выделять себя перед людьми, не хвастаться, это тоже ведет человека к целомудрию. Вот. Ну и так далее. По сути дела, все духовные добродетели евангельские, которые нам рисуются в православной вере, они все соединяются в одном, в любовь. А истинная любовь, она не может быть без целомудрия, она не может быть нецельной. Поэтому важно, кстати, даже в браке вот этот штамп в паспорте, и колечко, и прочие атрибуты, свадьба. О чем они говорят? О том, что наша любовь будет бесконечной. О том, что она не закончится завтра, послезавтра. Мы объявляем перед всеми ответственность друг за друга, и мы будем идти к небесам. Мы понимаем, что любовь наша на земле только не измеряется, а на земле не закончится. Вот она, по сути дела, наша любовь земная, это дорога к Богу. Потому что кто верен в малом, тот верен во многом, тому великое дастся. Закончим словами апостола Павла. На память процитирую, может быть, немножко не точно. Сами найдите. Первое послание к Коринфянам, 13 главе. Любовь долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не завидует, не превозносится. Все прощает, всех любит, всему имеет веру. Любовь никогда не перестает. Господь да будет с вами. Желаю вам, дорогие собеседники, и вашим воспитанникам, вашим детям искренней, чистой любви, целомудрия, которая приведет нас к небесам. Христос воскресе! Воистину воскресе! Так, здесь. Выйти из эфира.